На сегодняшний день существует большое количество политических формирований, которые так или иначе освещают принудительный труд в Восточном Туркестане. Один из китайских бизнесменов подробно рассказал о трудовой эксплуатации местного населения. Согласно информации Bitter Winter, Ван Хаун, владеющий швейной фабрикой в провинции Шаньси, сообщил, что в рамках политики по борьбе с бедностью китайские власти направили в провинцию тысячи жителей Восточного Туркестана. Отметив, что и он воспользовался дешевой рабочей силой, наняв на работу около 300 уйгуров, Ван Хуан заявил, что они вынуждены работать более 13 часов в день. При этом их заработная плата составляет 500 юаней, а хозяин фабрики получает за каждого из них вдвое больше. По словам Хауна, среди рабочих есть и подростки младше 16 лет, родители которых находятся в лагерях перевоспитания. Подростки живут в общежитиях вместе с другими рабочими и в большинстве случаев не получают зарплату. Ван Хаун сообщил, что планы Коммунистической партии Китая направлены на принудительный труд и уничтожение культурного наследия уйгуров, так как, трудясь на заводах и фабриках внутренних провинций Китая, они не могут соблюдать своих обычаев ни в еде, ни в питье, ни в других повседневных действиях. По его словам, наблюдая за уйгурами во время работы, отдыха и приема пищи, он заметил, что они вынуждены есть свинину и восхвалять Коммунистическую партию Китая. 30 июля председатель Всемирного уйгурского конгресса Долкун Иса направил письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, в котором отметил, что Китай не подходит для проведения Олимпийских игр 2022 года. Указав, что жестокое обращение к уйгурам и другим тюркам не соответствует духу и принципам Олимпийских игр, Долкун Иса заявил, что безмолвие Олимпийского комитета по отношению к беззаконию Коммунистической партии Китая в уйгурском регионе вызывает тревогу и опасения. Ранее Олимпийским комитетом было принято решение об отмене Олимпийских игр в Токио и Пекине в связи с пандемией коронавируса. Известно, что в Олимпийский комитет по данному вопросу обращались и многие правозащитные организации, которые, так же как и Радио Свободная Азия, попытавшиеся добиться комментария от управления комитета, ссылаясь на письмо Долкуна Исы, не смогли добиться ответа. Стало известно, что компания Microsoft изъявила желание выкупить TikTok и ведет переговоры с владельцами популярной платформы. Об этом сообщает Евроньюз со ссылкой на New York Times. Приложение, которое Трамп намерен запретить на территории США, обвиняется в передаче данных пользователей китайским властям. В начале июля о планах по запрету всех мобильных приложений и интернет-платформ, принадлежащих Китаю, сообщал и министр иностранных дел США Майк Помпео. Соединенные Штаты осудили решение правительства Гонконга о переносе выборов в Законодательный совет на 1 год. Министр иностранных дел США Майк Помпео сделал письменное заявление по данному вопросу. Подчеркнув, что нет особых причин для переноса выборов на такой длительный срок, Помпео заявил, что выборы должны быть проведены в запланированное время. Если Гонконг не проведет выборы, то он продолжит свой путь к становлению одного из коммунистических городов Китая, отметил Помпео. Директор берлинского офиса Huawei Дэвид Вонг обратился к правительству Германии с просьбой не исключать корпорацию из тендера по строительству сетей 5G в столице страны. В свою очередь, Соединенные Штаты продолжают требовать от европейских стран исключить использование оборудования и технологий китайских компаний в ходе строительства сетей 5G. Вслед за Великобританией, которая отказалась от услуг Huawei по соображениям безопасности, некоторые германские чиновники начали призывать правительство запретить использование оборудования этой компании в расширении одноименных сетей. Что касается Ангелы Меркель, то ее правительство перенесло рассмотрение данного вопроса на конец августа.